У нас в республике запущена система интеллектуального уличного наблюдения. Расскажите, как это все работает? Действительно ли система может распознать любого человека, и нет ли тут нарушения неприкосновенности частной жизни? Ну, в общем, по системам видеонаблюдения я вам расскажу следующее. У нас до внедрения нашей системы, немножко о цифрах, да, в республике, во всех муниципалитетах общая цифра была около 500 камер, да, уже эксплуатируется такого рода. И в рамках нашего проекта мы дополнительно установили 372 камеры, из них 226 камер это в городе Сыктывкаре, 81 в Ухте и 65 в Воркуте. Опять, скажем так, да, сколько и сколько можно, сколько вешать в граммах. Да? С одной стороны, конечно, хотелось бы их развесить на каждом столбе, на каждом метре, да? Но однозначно такого никогда не будет, потому что сама технология, во-первых, камеры не дешевые, да, их обслуживать надо постоянно, как минимум они на улице их очищать надо, там, техобслуживание. И самое трудное это организация, опять же, канала связи по передаче. Да. Это все вещи очень дорогостоящие, эксплуатация такой системы стоит больших денег. Поэтому рачительный хозяин, конечно, должен делать это всегда с умом. Как мы вот всегда с коллегами из полиции обсуждаем, если видеокамера за год ни одного правонарушения не зафиксировала, наверное, она не там стоит. Да? Ну, вот. Именно с этой целью нами с МВД согласованы подходы, что мы ежегодно рассматриваем и утверждаем единый реестр в Республике Коми по муниципалитетам тех мест, которые необходимо, желательно оборудовать такими камерами. И в свою очередь, исходя из этого реестра, и рассматриваются потом возможности такого оборудования, да, установки таких камер. Давайте теперь поговорим про назначение. Да. Основная, конечно, цель таких видеокамер это обнаружение там, противоправных действий. Да. И фактически, если вы обратите внимание, по сводкам в МВД очень часто мы с вами видим, что раскрыты преступления, как правило, именно по горячим следам, именно с применением этих камер. Да? И да, это, я считаю, большое подспорье для МВД. Камеры реально сейчас современные, с высокой четкостью, позволяют даже на приличном расстоянии определять детали действия, и в том числе использовать там технологии распознавания. Плавно переходим к распознаванию. Да? Итак, в части распознавания современные технологии за последние годы, вот последние 5-6 лет, существенно шагнули вперед за счет применения технологии искусственного интеллекта. Что это такое? Фактически компьютер учит различными фотографиями, фиксируя, да, определять по определенным точкам там форма черепа, может быть, то есть учат определять лица. И то есть это не то, что раньше было просто там, то есть надо было фактически лицо полностью сфотографировать, да, и сравнивать там по его формам. А сейчас искусственный интеллект позволяет определять людей, даже если там десятилетия разница в фотографии, да, молодой парень, да, и, допустим, уже взрослый мужчина, лицо существенно меняется, да, и при этом есть особенности конструкции, ну, формы черепа, да, каких-то ушей, носа, и компьютер за счет искусственного интеллекта умеет сейчас определять, ну, с определенным уровнем соответствия. То есть, когда мы компьютеру говорим, нам нужны, ну, ищем людей со степенью совпадения, там, допустим, 78%.
И он выдает всех людей, допустим, которые вот под исходную фотографию на такой уровень похожи. Да? И это позволяет найти даже тогда, когда люди, как я сказал, либо большой возраст, либо исходная фотография плохого качества, либо, к примеру, когда человек пытается прятать, то есть лицо. То есть если вы одели очки там, или там, повязку какую-то, сейчас современные технологии позволяют все равно распознать человека, там глаза есть, если уши там где-то, ну, шапка существенно мешает, если еще форма головы есть, то можно повязку на лицо одеть, и он может распознать вас. То есть достаточно высокая вероятность, причем если вы снижаете вероятность распознавания, соответственно, он вам, конечно, много похожих даст, но у вас сохраняется возможность все-таки среди них попытаться уже самому оценить и найти нужного человека. Поэтому это очень сейчас интересные технологии, и они достаточно продуктивны. Но есть определенные ограничения, как бы технологические, связанные все-таки с тем, что лицо, ну, то есть надо все равно зафиксировать лицо. Да? То есть человек может крутиться пяткой, там, затылком, как угодно. То есть в камеру все-таки лицо должно попасть. Поэтому камера должна располагаться в таком месте, да, чтобы она смогла ухватить лицо. Как я говорил, старые технологии, это фактически вообще жестко надо было подводить человека к камере. Да? То современные технологии позволяют выхватывать лица даже в толпе. То есть идет конвейер, да, людей там по коридору, и он может одновременно сразу несколько человек выхватывать, анализировать и тут же фиксировать и показывать, что вот он, этот человек искомый. Мало того, наша система позволяет формировать свои списки одновременно для нескольких служб, да, то есть в разных интересах. Да. Поэтому у нас система одна, но фактически ей пользуются фактически все силовые службы, и они могут спокойно для себя, для своих нужд формировать свои списки разыскиваемых. Кроме того, что очень интересно, современные технологии распознавания умеют сейчас распознавать какие-то неадекватные, да, нестандартные действия, более резкие там движения. Ну, то есть можно зафиксировать типовые драки, да, какие-то. Если камера стоит у входа, допустим, в ресторан, да, и там периодически бывают драки, то система может такую ситуацию зафиксировать и привлечь внимание дежурного полиции, и тут же он может направить, ну, как автоматически уже распознать, что там происходит драка, например. Также умеет пресечение там какой-то зоны охраняемой, да? Либо умеет распознавать изменение положения. Ну, человек стоял, упал, да? В принципе, тоже можно фиксировать, да? Если, допустим, где-то остановка или массовое пребывание, человек упал в обморок, стало плохо. Если система на это научена, и она здесь именно для этого камера стоит, она умеет определять и привлекать внимание оператора, что вот здесь что-то неладное. Да? И отправляет сигнал в службу скорой помощи. Она может сформировать оператору, ну, пока еще не скорой помощи, да, но тому оператору, которому выданы права на пользование вот этой системы, которая определяет такие события. Ну, вот. Как бы пока цель-то не стоит, да, службе скорой помощи напрямую такую систему давать. Тут правильнее как раз сказать, что если бы систему этому мы научим, да, пока у нас просто не так много таких камер, и в основном они все-таки настроены по распознаванию именно лиц вот, в местах массового пребывания. И основная аналитика настроена на это. Но в целом, чем хороша, опять же, автоматизированная система, что мы можем на каждую камеру при необходимости поменять эту видеоаналитику. Мало того, видеоаналитику можно применять по ранее записанному видеоматериалу. То есть можно подгрузить видеоматериал или вытащить его из архива, прогнать его, что очень полезно, особенно при изучение там, поиски материалов там, по расследованиям и так далее, и там провести аналитику. Ну а если мы
ну как сказать, вероятность, что на остановке кто-то из вас в обморок упадет, она равна там, ради этого держать там камеру, платить миллионы рублей. Ну, я думаю, это все-таки, мы пока еще не так богаты для этого, да. Но в целом, говорю, система уже это умеет. Также может, не, может быть не очень качественно, но в целом может отлавливать в том числе и оставленные предметы. Ну, вот. Ну, тут масса нюансов, да, но в целом уже умеет и это, да, отслеживать. Может отслеживать то, что госномера, это тоже к этому же относится, да. И можно по госномерам, допустим, там отслеживать, где, сколько раз, по какому маршруту эта машина там ездила и так далее. Что тоже, в общем-то, очень может быть полезно, даже не в целях правоохранительных, да, а вот в целях административных, да, когда у нас незаконной деятельностью занимаются таксисты там или автобусы, да, то есть можно фактически отследить, что по маршруту катаются не зарегистрированные коллеги, да, не платят налоги, непонятно как работают, и фактически их в свою очередь можно тоже привлечь и наказать за то, что они это делают. В общем, большой брат видит тебя. Все-таки как быть с неприкосновенностью частной жизни? Да, в части неприкосновенности частной жизни тут ситуация следующая. Все наши камеры установлены в общественных местах. Да? В общественные места, в них дозволено вести видеосъемку всем без ограничений. И любой гражданин, конечно, должен понимать, что в общественном месте нет тайн, которые бы он мог потребовать соблюдать. Да? Эти камеры не устанавливаются у вас лично в квартире, не устанавливаются там, ни в туалете, ни в душе. Поэтому что-то сверхъестественное снять, то, чего вы не хотите, такая камера не может. А если она снимет что-то, что вы делаете недозволительное, ну, в общем-то, в данном случае вы и должны понести за это определенное наказание, скажем так. Поэтому, я думаю, тут как раз важно отметить, что именно камеры беспристрастно, если они работают, да, эффективно, позволяют нам с вами фиксировать и преступления, и противоправные действия, ну, и в целом обстановку, какие обстоятельства были, и это позволяет, в общем-то, как раз нас с вами, как граждан, защитить. И при этом, вот как раз основной хотел еще сделать момент, как мы в свое время говорили, строим зеленую улицу, да, коридор или как угодно можно трактовать, но преступники должны понимать, что есть территории, где они всегда на виду, да? И в данном случае это как раз профилактическая часть. Лишний раз подумают, прежде чем делать на этой территории преступления. Да? Ну, поэтому чем лучше наши город покрыт такой системой, да, тем спокойнее мы можем с вами жить и не бояться за то, что кто-то безнаказанно совершит преступление против нас, наших родственников или нашего имущества.